Время новостей на канале Абаза. В студии Марина Будба. Здравствуйте. Сегодня в выпуске. Переток продлен. Роснефть и Абхазская топливная компания планируют подписать соглашение. Эти и другие итоги встречи в Москве президента Абхазии Бадры Гунба с первым замруководителя администрации президента России Сергеем Кириенко. Верховенство закона – это не просто красивые слова. Президент Абхазии выступил на итоговом заседании коллегии Генеральной прокуратуры с требованием отстранить от должности министра внутренних дел и главу администрации президента. Итоги собрания политических и общественных организаций Абхазии. Срок социального перетока электроэнергии из России, действие которого истекает 25 февраля, будет продлен. Роснефть и Абхазская государственная топливная компания планируют подписать соглашение о поставках топлива в республику. Завершился рабочий визит в Российскую Федерацию президента Республики Абхазия Бадры Гунба. В Москве состоялась встреча главы Абхазского государства с первым заместителем руководителя администрации президента Российской Федерации Сергеем Кириенко. В своем телевизионном выступлении президент Абхазии Бадра Гунба подвел итоги официального визита в Российскую Федерацию. Одним из основных вопросов был вопрос энергетики. Вы знаете, что объем социального перетока заканчивается буквально 25-26 февраля. Договорились о следующем. Тот дефицит, который образуется с конца февраля до конца марта, это порядка 120 миллионов киловатт-часов. Российская Федерация предоставит дополнительный объем, который мы, в свою очередь, вернем в энергосистему Российской Федерации уже в пиковое время, когда Ингургэс будет вырабатывать достаточное количество электроэнергии. Данное решение фактически позволит пройти весь этот период без каких-либо веерных отключений. В рамках нашей встречи мы также обсуждали вопросы, связанные с поставками топлива на территорию Республики Абхазия. Вы знаете, и наши граждане сталкиваются с неудобством, когда образуются на отдельных заправочных станциях очереди. А также зачастую бывает, что на остальных автозаправочных станциях нет топлива. Поэтому мы считаем этот вопрос очень важным. Исходим из принципиальной позиции создания равных условий как внутри рынка розничной торговли, так и для оптовиков. Мы достигли следующего соглашения, что государственная российская компания «Роснефть» напрямую будет заключать контракт с Абхазской государственной топливной компанией «Абхазтоп». Для нас очень важно, чтобы все участники топливного рынка находились на одинаковых условиях, на одинаковых конкурентных условиях. Недопустимо, когда крупные автозаправочные станции продают топливо, а мелкие автозаправочные станции не имеют доступа к топливу. Эта ситуация недопустима. Мы достигли договоренности для того, чтобы создать конкурентные условия на топливном рынке. В рамках той же встречи с Сергеем Владимировичем Кириенко мы обсуждали вопросы, связанные с проблемами, которые возникают у женщин, получавших социальные пособия при пересечении государственной границы. Здесь хотелось бы отметить справедливости ради, что это касается не только граждан, проживающих на нашей территории, это касается также всех граждан, проживающих фактически на пространстве бывшего Советского Союза, за исключением Республики Беларусь, потому что Республика Беларусь является союзным государством, и законодательные нормативные документы приведены в соответствие. И попытка преподнести, что это касается исключительно граждан, проживающих на территории Абхазии, это неверно и неправильно. Мы договорились совместными усилиями искать варианты решения данного вопроса. В рамках данной встречи обсуждался вопрос включения языка в платформу Яндекс. Как вам известно, буквально в конце 2025 года в программе Яндекс, на платформе Яндекс
появился текстовой вариант абхазского языка. Сегодня мы проговариваем возможность речевого синтеза на данной платформе. Считаю очень важным ключевым направлением в рамках сохранения языка, использования его в современных цифровых ресурсах. В рамках данной встречи мы обсуждали также широкий круг вопросов, связанных с взаимодействием и сотрудничеством между Абхазией и Российской Федерацией. О состоянии законности и правопорядка в Республике Абхазия и проделанной работе органов прокуратуры Республики Абхазия по их укреплению за 2025 год. Этой теме было посвящено заседание коллегии Генеральной прокуратуры, которое прошло в Сухуми. На заседании присутствовали президент Бадра Гунба, вице-спикер парламента Фазлибе Авицба, секретарь Совета безопасности Рауль Лоло. Верховенство закона – это не просто красивые слова, это фундамент, на котором должно держаться государство. Закон обязан работать одинаково для каждого, вне зависимости от должности, статуса или связей. И задача прокуратуры – сделать так, чтобы равенство всех перед законом было не только на бумаге, но и в реальной жизни, заявил президент Бадра Гунба на заседании коллегии Генпрокуратуры. Он дал поручение Генеральной прокуратуре совместно с коллегами из других ведомств детально разобраться в причинах и подготовить жесткие эффективные меры по профилактике этих преступлений. Уважаемые коллеги, сегодня на заседании коллегии Генеральной прокуратуры мы подводим итоги большой, системной и ответственной работы за 2025 год. Представленные доклады дают всестороннюю и объективную картину состояния законности и правопорядка в стране. Порядок превыше всего. Это не просто лозунг, это основа существования государства. Закон должен действовать одинаково для всех, независимо от должности, статуса, политических взглядов и социального положения. Каждый обязан быть равным перед законом. И задача прокуратуры – обеспечить этот принцип не декларативно, а на практике. Статистика свидетельствует, в 2025 году правоохранительными органами зарегистрировано 636 преступлений. Несмотря на качественное улучшение деятельности управления МВД по контролю за оборотом наркотических средств, все еще сохраняются серьезные вызовы в этой сфере. Растет количество имущественных преступлений. Остается напряженная ситуация на дорогах. 152 дорожно-транспортных происшествия и более 50 погибших. Это тревожный звонок для всех нас. Я не могу не прокомментировать выступление прокурора Чимчирского района о 13 дорожно-транспортных происшествиях, и в которых 12 человек погибло. На мой такой субъективный взгляд, я считаю, что дорожно-транспортных происшествий было на порядок выше. Просто тут необходимо, уважаемые коллеги, и ваша работа, прокурорское реагирование, чтобы мы не гнались за статистикой, а действительно имели полноценную картину всех правонарушений, которые происходят у нас в стране. Только тогда мы сможем достичь серьезных успехов. Особое внимание обращаю на факты незаконного оборота оружия. Его рост – это потенциальная угроза общественной безопасности. Государство обязано жестко и принципиально реагировать на подобные проявления. В то же время положительные оценки заслуживает раскрываемость тяжких преступлений, в том числе и убийств. Хочу подчеркнуть, борьба с преступностью – это не только реагирование на уже совершенные преступления, это профилактика, координация, системная работа с привлечением всех установленных лиц к ответственности. В этой связи важную роль играет координационная деятельность прокуратуры, взаимодействие с МВД, СКБ, судами и иными государственными органами. Отдельно отмечаю противодействие коррупции. Проведенная антикоррупционная экспертиза сотен нормативных правовых актов, выявленные нарушения, направленные представления – это важный элемент укрепления доверия граждан в целом к власти.
Ни одно должностное лицо не должно считать себя вне закона. Мы говорили с генеральным прокурором, я прошу особо акцентировать свою работу на данном направлении. Коррупция подрывает основы государственности и должна пресекаться вне зависимости от должности и положения фигурантов. Резонансные уголовные дела, направленные в суд, показывают, что принцип неотвратимости ответственности действует, в том числе и в отношении лиц, занимавших высокие государственные позиции. Это принципиальный момент. Государство сильно тогда, когда закон работает в отношении всех. Особое значение имеет работа по защите прав граждан. Рост обращений свидетельствует не только о проблемах, но и о доверии в целом к прокуратуре. Каждый гражданин должен быть услышан. Работа с жалобами – важнейший индикатор состояния законности в стране. Уважаемые коллеги, от эффективности вашей работы напрямую зависит стабильность государства в целом, инвестиционный климат, доверие общества, как я и говорил ранее, к власти. Законность – фундамент развития страны. Без нее невозможны ни экономического роста, ни социального благополучия, ни политической стабильности в стране. Убежден, что органы прокуратуры и далее будут последовательно укреплять правопорядок, обеспечивать защиту прав и свобод граждан нашей страны. Государство будет поддерживать тех, кто честно и добросовестно служит своему Отечеству. Но в то же время требования к качеству и результатам работы будут только возрастать. Уважаемые коллеги, я многих из вас знаю лично, знаю как людей очень ответственных, порядочных, искренних и принципиальных. Уверен в том, что именно эти качества позволят вам сохранить стабильность и законность на всей нашей территории. Желаю вам успехов в служении своему родному Отечеству. Спасибо большое. Основной доклад представил генеральный прокурор Адгура Аграба. Он отметил, что в прошлом году было зарегистрировано 636 преступлений, что на 50 преступлений больше, чем в 2024 году. Значительное увеличение преступлений наблюдалось в Сухуме, сказал Аграба. В 2025 году правоохранительными органами республики зарегистрировано 636 преступлений, что на 50 единиц больше, чем за аналогичный период прошлого года. Значительное увеличение числа зарегистрированных преступлений наблюдается в управлении внутренних дел по городу Сухум – 175 преступлений, что на 19 единиц больше, чем за аналогичный период прошлого года. В линейном управлении внутренних дел на транспорте зарегистрировано 45 преступлений, что на 17 единиц больше, чем за аналогичный период прошлого года. В Гудаутском районе 96 преступлений, что на 10 единиц больше, чем за аналогичный период 2024 года. Уменьшилось число зарегистрированных преступлений в Гагарском районе на 8 единиц. В 2005 году 145 преступлений, в Сухумском районе на 3 единицы. 24 преступления в 2025 против 27 в 2024 году. Количество тяжких и особо тяжких преступлений также увеличилось на 8 единиц и составляет 213 единиц из общего числа зарегистрированных преступлений. Раскрываемость тяжких преступлений образует 83,1%. В 2025 году зарегистрировано 10 преступлений по фактам убийства с покушениями. Все преступления раскрыты. В структуре массива зарегистрированных преступлений значительную долю продолжают составлять незаконный оборот наркотиков, оружия и кражи. За 2025 год зарегистрировано 175 преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотических средств и культивированием запрещенных к возделыванию растений, содержащих наркотические вещества, что составляет 27,5% от общего числа зарегистрированных преступлений. Раскрыто 175. 104 преступления, связанные с незаконным оборотом огнестрельного оружия, что составляет 16,3% от общего числа зарегистрированных преступлений.
из которых раскрыто 101 преступление, 92 кражи, что составляет 14,5% от общего числа зарегистрированных преступлений, раскрыто 64. Приведенные показатели свидетельствуют об увеличении незаконного оборота оружия на 41 единицу, в частности на территории Гагарского, Гудаутского и Гульрипского районов. После выпуска новостей смотрите в нашем эфире видеоверсию доклада генерального прокурора Адгура Аграба на итоговом заседании коллегии. МВД Абхазии проведет проверку заявления гражданки Беларуси Анны Агаева. Сообщила о том, что ее супруг, гражданин республики Эрвин Михин, удерживает ее личные вещи и документы их общих несовершеннолетних детей, не дает ей уехать из Абхазии. Милиционеры опросили стороны конфликта, принимаются меры по возвращению документов Гаевой, ее доступа в дом и к личным вещам, сообщили в ведомстве. Отставки главы администрации президента Беслана Эшба и первого вице-премьера министра внутренних дел Роберта Киут требуют оппозиционные политические партии и общественные организации. Резолюцию с таким требованием приняли по итогам встречи представители ФНЯ, Айтгалара, Ару, Апса, Рымч, Ахятса, Амта и АНД. Тему продолжит Надежда Боровикова. Собрание оппозиционных политических партий и общественных организаций инициировано руководством АРУА, Республиканской общественной организации ветеранов Отечественной войны народа Абхазии. Причиной тому, по словам Тимура Гулия, стало игнорирование президентом Абхазии предыдущих обращений, касавшихся действий первого вице-премьера, министра внутренних дел Роберта Киут. Министр внутренних дел в бытность председателя СГБ заявлял по абхазскому телевидению об антироссийских настроениях в Абхазии, как о главной угрозе государственности, тем самым искусственно формируя отрицательный имидж страны. Все мы помним, как министр внутренних дел пытался ввести на территорию суверенной Абхазии иностранную гвардию с полицейскими функциями. Министр не понял, что эти действия по своей сути означают передачу части внутренних полномочий по обеспечению правопорядка внешним силам. Приходом данного лица на руководящую должность силовые структуры все чаще действуют не в интересах Абхазии, а в интересах внешних проектов и привезенных политтехнологий. Последние события в парламенте опять связаны с министром внутренних дел, который спровоцировал инцидент, приведший к ухудшению отношений с нашим главным союзником и братским народом России. Даже бывший президент Бжани за свою бытность в подобных ситуациях принимал волевое решение и отправлял министра в отставку, тем самым снижая градус общественного напряжения. Особое беспокойство, по словам главы АРУА, вызывает отсутствие эффективной помощи многодетным матерям Абхазии, попавшим под уголовное преследование в России за получение пособий и материнского капитала. Вместо урегулирования данной ситуации президент Абхазии неоднократно обращается к президенту России Владимиру Путину с просьбой о выдаче водительских удостоверений. Данный подход вызывает недоумение. Приоритет запросов на получение водительских удостоверений над решением проблем многодетных матерей, оказавшихся под следствием, ставит под сомнение реальные шаги по поддержке демографии, о которой так часто говорит руководство Абхазии. Важно, чтобы руководство Абхазии оказала реальную заботу о многодетных семьях, ища пути для урегулирования их правового статуса и защиты их интересов, а не концентрируясь на выдаче документов, которые хотя и важны, но не решают основополагающие трудности. Я абсолютно уверен, что президент Российской Федерации Владимир Путин не отказал бы абхазским многодетным семьям в помощи, если бы такая просьба была бы сформулирована конкретно и адресована по существу. Руководитель общественной организации Айтгалара, депутат парламента Кан Кварча, призвал сотрудников прокуратуры, МВД, администрации президента и судей Абхазии услышать доводы оппозиции и встать на защиту Конституции и народа. Сегодня в свободной Абхазии появились предатели, которые сдают граждан Абхазии другому государству. В российских СМИ дают интервью и обвиняют оппозиционных, настроенных часть населения в связи с западными спецслужбами. Предатели, которые тайком от всех договаривались ввести российскую гвардию на территорию суверенной Абхазии. Завозили политтехнологов и, нарушая законодательство
вмешивали их в избирательную кампанию. А теперь, ссылаясь на удобство граждан, кстати, нарушая законодательство Российской Федерации и Республики Абхазия, раздают паспорта другого государства. Экс-депутаты парламента Алхаз Джинджолия и Илья Гуния в своих выступлениях подчеркнули, что в структуре новой власти осталось много сторонников предыдущего президента Абхазии Аслана Бжаня, готовых продолжать его пагубную политику по выявлению врагов народа внутри Абхазии. Несоблюдение закона, к сожалению, стало нормой и используется чаще в своих корыстных интересах. Участились случаи избирательного подхода, связанные с наркотиками, авариями, стрельбой, избиением, вымогательством. Начались и конфликты внутри самого ведомства с сотрудниками. Последние события, связанные с выдачей прав и внутренних паспортов, а также конфликт в парламенте, лишь усугубили без того непростое положение. Это вызвало непонимание и негатив и у российской стороны. Обычно реакция на такого рода провалы в работе – это увольнение. Так мне казалось до момента, пока я не посмотрел большое интервью с президентом. Тогда я понял, проблема системная. Аслан Бжаня никуда не ушел, его дело живо. Люди, чьей поддержкой он пользовался в своих антинародных инициативах, все на своих местах. А президент, размышляя о накопившихся проблемах, оперирует категориями, далекими от законности и государства. Замглавы общественной организации Айтгылара Эшсоу Какалия прокомментировал заявление президента Бадры Гунба, прозвучавшее в ходе его интервью Абхазской государственной телерадиокомпании. В этом же интервью Бадра Зурабович говорил о паспортизации, о том, что он будет просить президента и так далее. Хочу сообщить, что в соответствии с Конституцией Республики Абхазия действует принцип разделения властей на исполнительную власть, законодательную и судебную. Он возглавляет исполнительную ветвь власти. А исполнительная ветвь власти должна обеспечивать законодательное урегулирование вопросов, которыми она занимается. Вот если бы наша власть урегулировала этот вопрос паспортизации, не возникла бы необходимость просить кого-то, привлекать кого-то и так далее. На сегодняшний день паспортизация, проходящая в Республике Абхазия, незаконна. Этот вопрос исполнительная власть не урегулировала. Понимаете, это очень важный вопрос. И когда мы говорим о нарушениях закона власти, необходимо на это реагировать. Именно из-за отказа власти реагировать на те нарушения, о которых мы говорим, потом им приходится привлекать нас и так далее, и так далее. Вот все, что происходит сегодня, это из-за того, что власть отказалась реагировать на те нарушения, о которых мы заявляем. Представитель общественного движения Ахяца, экс-депутата Ахрабжани, отметил: мы не можем не учитывать интересы соседей, но их надо учитывать, а не заменять ими свои собственные. Когда глава государства говорит, что его соотечественники мечтают как можно проще получить иностранный паспорт, он закладывает мину под эти символы. Именно из-за таких оценок, а также неоднократных подобных высказываний прежней администрации, у наших соседей в Российской Федерации сложилось ощущение, что мы тяготимся независимости, устали от нее, что она у нас непосильная ноша. Ну а когда это ощущение сталкивается с реальностью, происходят кризисы. Пицунский кризис, кризис недвижимости, кризис иноагентства, кризис инвестиций. И в таком случае, кто несет ответственность за ставшее очевидным недопонимание между нашими странами? Власть или оппозиция? Председатель партии «Форум народного единства Абхазии» Аслан Барцец подчеркнул: не может абхазский народ жить в несправедливости и допустить несправедливость. Пора уже это понять всем. Списки наших граждан с подробными личными данными составляли и передавали именно абхазские чиновники. Все это сопровождается травлей в анонимных телеграм-каналах, как и при Бжане. В подобных действиях нет намека на государственное мышление. Особенно, когда доносы на собственных граждан в иное государство пишут те, кто должен служить стране и защищать интересы граждан. Их цели не изменились. Это любой ценой продолжить курс прежнего руководителя на создание олигархического режима в интересах узкой группы теневых дельцов, используя как инструмент дезинформацию руководства России. Ложь, клевета, развешивание ярлыков иноагентов Запада, Турции и продолжению утверждения
на наличие антироссийских настроений в Абхазии – это их стиль как последователи политики Бжаня. Они не поняли, что народ отверг эту политику, и эти чиновники готовят реванш на ближайших парламентских выборах, что мы не допустим. В завершение встречи Аслан Барцец огласил резолюцию с требованием отставки главы администрации президента Беслана Эшба и министра внутренних дел Роберта Киут. Мы заявляем сохранение в команде президента представителей прежней администрации, поддерживавших антинародные инициативы экс-президента, блокируют позитивные изменения и подрывают доверие к власти. Настаиваем на немедленном отстранении от должности вице-премьера, министра внутренних дел Киут РВ и руководителя администрации президента ШББФ. Их дальнейшее пребывание во власти несовместимо с курсом на обновление и национальное примирение. Призываем Генеральную прокуратуру дать правовую оценку действиям указанных лиц в период их работы в правительстве, а парламент Республики Абхазия использовать все конституционные механизмы контроля для обеспечения реальных кадровых изменений. Резолюцию единогласно поддержали представители партии «Форум народного единства» и общественных организаций Айтгылара, Аруа, Апсуарымч, Ахеца, Амта и Абхазское народное движение. Надежда Боровикова, Арестит Каракасиди, Евгений Сильченко, Абаза ТВ. Постановление Народного собрания Республики Абхазия о ратификации протокола между Республикой Абхазия и Российской Федерацией о внесении изменений в соглашение между Республикой Абхазия и Российской Федерацией об объединенной российской военной базе на территории Республики Абхазия в повестке дня заседания сессии, которая состоится в четверг, 19 февраля. Кроме того, народные избранники рассмотрят постановление о досрочном прекращении полномочий депутатов Народного собрания Германа Кочарава и Вахтанга Галадзе. Общественная палата Абхазии в рамках подготовки к гражданскому форуму проведет в четверг, 19 февраля, в Абхазском институте гуманитарных исследований круглый стол на тему «Демографическое развитие, стратегия и механизмы». Заключительный день работы медиашколы РТ в Абхазии прошел с участием главного редактора медиагруппы «Россия сегодня» телеканала РТ Маргариты Симонян. Спикер обсудила с участниками проекта актуальные проблемы современной журналистики. Россия готова взаимодействовать с Абхазией в области СМИ и помогать, насколько это возможно, не навязываясь, рассказала Маргарита Симонян. Видео «Спутник Абхазии». Я вам так скажу. Я поставила ребятам задачу взаимодействовать по СМИ с Абхазией настолько, насколько это возможно. Помогать настолько, насколько это возможно. Не навязываясь. Ну вот мы провели школу. Если мы увидим, что никому это не нужно, мы не навязываемся. Мы тогда будем просто приезжать загорать, если можно. Вот. И кушать всякие вкусные ваши прекрасные вяленое мясо и все остальное, все, что мы здесь любим. Но раз это востребовано, то будем приезжать еще. То же самое по взаимодействию со СМИ. Наши коллеги все проинструктированы, что вот сколько вам нужно консультационной помощи, помощь картинкой, контентом, просто какие-то беседы, взаимодействие с точки зрения обмена аудиториями, да, мы что-то ваше публикуем, вы что-то наше публикуете. Вот максимально, насколько возможно, насколько вы хотите. Мы готовы. Да, дорогая? Вот. Абхазия простилась с видным поэтом, прозаиком и публицистом, главным редактором журнала «Алла Шара», лауреатом государственных премий имени Гулия и Аджба, кавалером ордена Агдзябша третьей степени Анатолием Янковичем Лагула. Траурная церемония состоялась в среду, 18 февраля, в Сухумском доме учителя. Проводить в последний путь классика пришли сотни людей, государственные деятели во главе с президентом Бадре Гунба, соратники по Перу, представители творческой и научной интеллигенции, почитатели таланта мастера. Поэт ушел из жизни 15 февраля в возрасте 64 лет.
День в истории. В эти дни исполнится 95 лет со дня начала народного схода в Дурипше. После установления советской власти абхазский народ обрел возможность возрождения своей государственности, но в то же время параллельно в Москве началась активная деятельность Сталина по включению Абхазии в состав Грузии. Вопрос о преобразовании статуса Абхазии в автономию уже рассматривался на 6-м съезде Советов Абхазии 11 февраля 1931 года было принято решение о преобразовании СССР Абхазии в автономную ССР в составе Грузинской ССР. Попрание суверенных прав Абхазии привело к общенародному стихийному многотысячному сходу. Волна протеста среди абхазского населения стала расти. В Дурипше, Лыхне, Ачандаре и других селах с 18 по 26 февраля 1931 года состоялся многодневный общенациональный сход абхазского народа. 26 февраля сход принял резолюцию с протестом, которую направили в Москву и Тбилиси. Лаврентий Берия, возглавлявший закавказских чекистов, прибыл в Гудаутский район с карательным отрядом и артиллерией. Но в последний момент ситуация была урегулирована. Пока был жив председатель Центрального исполнительного комитета Абхазии Нестор Лакоба, который имел огромный авторитет среди абхазов и прямой доступ к Сталину, он умело отводил опасность от народа и способствовал сохранению стабильности в республике, развитию национальной культуры, литературы и науки. В четверг, 19 февраля, Абхазское историческое общество проведет в историко-мемориальном музее имени Нестора Лакоба круглый стол, посвященный 95-летию Дурипшского схода. В Абхазском государственном университете состоялась рабочая встреча ректора АГУ академика Олега Угварамя с новым руководителем представительства Россотрудничества в Республике Абхазии Вадимом Банниковым. Как сообщает отдел информации и медиакоммуникации АГУ, Олег Угварамя вкратце рассказал гостю об истории становления АГУ, подчеркнув его роль как главного научного и образовательного центра страны. Ректор поделился опытом многолетнего взаимодействия с российскими коллегами и отметил, что на протяжении десятилетий главным вузом страны поддерживаются прочные партнерские связи с ведущими университетами России. Стороны обсудили укрепление научно-образовательных контактов. Особое внимание было уделено вопросам предоставления квот абитуриентам из Абхазии, а также выпускникам АГУ, желающим продолжить обучение в магистратуре и аспирантуре Российской Федерации. Обсуждалось и активное вовлечение молодежи в международные проекты Россотрудничества. Со своей стороны Вадим Банников выразил глубокое уважение к академическим традициям АГУ и поблагодарил ректора за теплый прием и содержательный откровенный разговор. Он подчеркнул, что под его началом представительство будет сохранять и развивать лучшие традиции партнерства, продолжая тесное и конструктивное сотрудничество с университетом. Соглашение о развитии паломнического туризма подписали в Абхазии. Подписи под документом поставили глава министр туризма Астамур Лого, глава ПЦ Ерей Виссарион, председатель фонда «Православная гуманитарная миссия» Павел Карпухин. Он направлен на развитие паломнических маршрутов, проведение мероприятий, призванных популяризировать Абхазию как центр религиозного туризма. Лого напомнил, что на территории республики сохранилось много уникальных христианских памятников. В завершении выпуска прогноз погоды. В четверг, 19 февраля, в Абхазии ожидается ухудшение погоды и понижение температуры в дневное время. Облачная погода, дождь разной интенсивности, гроза, туман. В горах дождь со снегом, переходящий в мокрый снег. Атмосферное давление нестабильное. Температура воздуха ночью 4,9, днем 6,11. Температура морской воды плюс 10. Волнение морской воды слабо умеренное, относительная влажность воздуха 70-90%. На этом у меня пока все. За развитием событий следите вместе с нами. До встречи!